Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. Сегодня мы расскажем о том, за счет чего в Якутии самый благоприятный инвестиционный климат на Дальнем Востоке и как в республике улучшают условия для ведения бизнеса. Гости нашей сегодняшней программы – министр экономики республики Майя Андреевна Данилова. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Мы работаем в прямом эфире, и задать свой вопрос вы можете по телефону 841 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 235 05 02. Майя Андреевна, расскажите, пожалуйста, простыми словами, что такое инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность и что это дает жителям республики? Бизнес-климат — это такая атмосфера, да, экосистема взаимодействия бизнеса, потенциальных инвесторов с органами власти, с самыми различными органами власти. Это могут быть и федеральные органы власти, и республиканские, и муниципальные. И вот насколько комфортно бизнесу, насколько быстро, доступно, удобно он может получать услуги от государства, и в том числе от ресурсоснабжающих организаций, да, вот зависит от этой степени инвестиционной привлекательности региона. Жители республики получают доходы в виде налогов в бюджет, это во-первых. Во-вторых, это, конечно, занятость. Рабочие места. Да, рабочие места. То есть инвестиционный климат, если он благоприятный, значит, инвесторы приходят и вкладывают деньги, говоря Да, это могут быть и крупные инвесторы, это может быть и простой малый средний бизнес, который открывает новые рабочие места. Угу. Майя Андреевна, вы один из самых открытых министров республики. И когда вступили в эту должность, то в самом первом посте своем в Фейсбуке одним из главных вызовов как раз назвали повышение инвестиционной привлекательности региона. И вот буквально на следующий год уже Якутия стала лидером роста национального рейтинга. Тогда она поднялась на 30 позиций и перешла с 52 на 22 место. А сейчас вошла в двадцатку. Вот в чем секрет? Секрет, наверное, достаточно простой, хотя, с одной стороны, это тоже очень сложно было реализовать. Во-первых, это открытость власти, и бизнес почувствовал, что вот новая команда, руководство республики в 2018 году, да, она готова к изменениям, готова слушать и слышит бизнес. Да. И фактически мы изменили все составы там, проектных офисов, координационного совета по предпринимательству, да, они на 92% состоят из представителей непосредственно бизнеса, да, и потенциальных инвесторов. Они непосредственно сами принимали участие в подготовке различных нормативно-правовых актов, вносили предложения, как все-таки улучшить ситуацию, потому что они знают лучше. Власть прислушалась и внедрила эти решения, которые предложил сам бизнес. Ну и инфраструктуру поддержки предпринимательства изменили. Во-первых, был создан такой вот центр «Мой бизнес», в который может предприятие обратиться и получить консультационную помощь различную, да, финансовую помощь, может быть, имущественную поддержку. Вот. Агентство по привлечению инвестиций тоже изменило свою работу и более открыто уже общалось непосредственно и прорабатывала проекты, и продвигала проекты на экспорт. Но в этом рейтинге много позиций, наверное, да? Да, там достаточно позиций. Они оценивают вот эту вот экосистему, сферы взаимодействия по различным блокам, да, в том числе, например, это административное давление, насколько быстро можно зарегистрировать предприятие, насколько удобна финансовая поддержка, какая имущественная поддержка может быть предоставлена. Ну, такие различные блоки у нас есть. То есть за 30 позиций за год это реально, да? Это оценка бизнеса, потому что практически на 70% инвест-рейтинга это опросные показатели, то есть это как чувствует себя бизнес, как к нему относится, и вот это тепло, да, открытость правительства, он, получается, бизнес почувствовал и откликнулся. Я помню, что об этом было объявлено, если я не ошибаюсь, на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Да, традиционно. Прям Владимир Владимирович Путин сам про это сказал. Да, агентство стратегических инициатив представляет национальный рейтинг, и мы буквально вот эти 2 года постоянно звучим. Во-первых, когда стали лидером роста, да, а в прошлом году, когда впервые среди регионов Дальнего Востока вошли в топ-20. Вот на этом я хочу подробнее остановиться. Как раз мой следующий вопрос, что действительно единственный регион Дальнего Востока, который попал в двадцатку, хотя у нас есть и
Приморье, да, и Хабаровск и так далее. И есть ли какие-то оценки на текущий год? Потому что все-таки пандемия, наверное, ударила по бизнесу, и, наверное, он прошел не так, как планировали. Да, год действительно был сложный, но он сложный был для всех субъектов Российской Федерации. Да, и, конечно же, бизнес оценит то, какие действия оперативные принимало руководство того или иного региона по преодолению вот этих негативных последствий бизнеса. Надо сказать, что Республика Саха-Якутия первая, да, фактически среди Дальнего Востока, ну и среди, в числе первых в Российской Федерации, приняла антикризисный пакет мер, который был направлен только на поддержку малого и среднего предпринимательства. Это был первый пакет таких мер. Потом он постоянно дополнялся. Была непосредственно финансовая поддержка, прямая поддержка, но и также еще и, допустим, поддержка посредством налоговых послаблений. Всего меры стимулирования, да, недопущения снижения занятости, да, в малом и среднем бизнесе оцениваются за прошлый год в 2 миллиарда рублей, в том числе федеральная поддержка там 700 миллионов рублей с лишним, да, региональные меры поддержки совместно с муниципальными там 1 300 000 000 рублей. Но, тем не менее, вот были снижены контрольные меры, да, практически отменены проверки, и практически на 40% вот это вот административное давление снизилось. Но если рейтинг инвестклимата России составляет агентство стратегических инициатив, то вот у нас же есть тоже свой рейтинг инвестпривлекательности УЛУСов. Вот кто его составляет и какие у нас сейчас УЛУСы в топ-10 входят? Ну, топ-5 давайте. Да, но надо сказать, что не во всех субъектах Российской Федерации оцениваются муниципальные районы, хотя от действия муниципальных властей тоже очень много зависит, да, в том числе и выдача разрешений на строительство. Да, вот это непосредственно находится в области муниципалитета. Его ответственности. Да, вот, и мы в прошлом году впервые составили инвестиционный рейтинг муниципальных образований, и первое место занял Тампонский район, мы сами тоже удивились, но тем не менее там очень активные предприниматели сами по себе, да, и администрация района тоже старается их поддерживать, и это было оценено. Второе место — Амгинский район. Тоже в Амгинском районе проходили различные, значит, вот, спортивные игры. Да, это тоже поддержало бизнес в свое время. И сейчас вот бизнес-инкубатор там тоже открыт, это тоже повлияло. Да. И третье место — поселок Жатай. Ну, он находится непосредственно рядом с городом. И понятно, что здесь тоже очень высокая такая деловая активность. То есть в республике бизнес лучше всего делать в Тампонском УЛУСе. А Якутск участвовал в этом рейтинге? Якутск участвовал, он вошел в топ-10 муниципальных районов. Конечно, здесь тоже очень удобная инфраструктура. Но Тампонский на первом месте. Тампонский на первом месте, он, да. Вот про проверки малого бизнеса. Вы говорите, что инвестпривлекательность в том числе, значит, это условие для бизнеса, да, и мы знаем, что снизилось количество проверок, но увеличилось количество административных комиссий в связи с требованиями соблюдения вот этого пандемийного нашего режима, маски, обработка и так далее. Вот деятельность этих комиссий как-то регулируется? В прошлом году были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, да, и с июня месяца вот эти вот административные комиссии начали проверять вот соблюдение требований, ну, различные там масочного режима, там, санитарной обработки. Но здесь нужно четко разделять, да, контрольно-надзорные органы и деятельность административных комиссий. Административные комиссии действуют, скажем так, в рамках обычной жизни граждан, да, но контрольно-надзорные органы, они проверяют непосредственно соблюдение требований в предпринимательской сфере. То есть одна комиссия, она может проверить, надели ли в ресторане там сотрудники маски и перчатки, да, но не полезет в документы? Нет, не полезет, да. Но здесь вот предприниматели о чем говорили, да, что когда вот внедрили вот это вот требование, да, в КоАП,
не было еще четких регламентов деятельности административных комиссий. У них и бизнес не знал, что ожидать от таких проверок. Вот это вот их смущало в большей степени. Да? А сейчас вот мы вместе с уполномоченным по правам по защите предпринимателей хотим отрегламентировать работу комиссии, чтобы бизнес понимал, зачем приходит к нему административная комиссия, что она конкретно проверяет, тогда, конечно, отношение к этому будет другое. А мораторий на проведение проверок малого бизнеса его продлили на текущий год? На 2021 год, да, мораторий продлен на проверки малого бизнеса. Он может осуществляться только в исключительных случаях, это по согласованию с прокуратурой. Поэтому здесь мы тоже рассчитываем на то, что бизнес почувствует, что снизилось административное давление. Хорошо, а если я решу заняться бизнесом, уйти с телевидения и открыть свою пекарню, например, да, печь пирожки, булочки и так далее? То есть, ну, допустим. Вот куда мне в таком... Тортики. Да, тортики с ПП, да. Полезное питание, конечно, правильное питание. Вот, то куда мне в таком случае обратиться? Первый шаг – это в центр «Мой бизнес». Сейчас в республике таких центров 16, в том числе в прошлом году было 5 таких центров «Мой бизнес» открыто, да, в Сунтарском, в Хангаласском там районах, насколько я помню. И в центре «Мой бизнес» вам окажут консультативную поддержку, могут даже помочь составить бизнес-план, подскажут, какие есть меры финансовой поддержки, имущественной поддержки, вот, и даже подскажут, если ваш бизнес нам подходит, возможно, можно ли разместиться, допустим, в том же бизнес-инкубаторе. Да, у нас бизнес-инкубаторы в 18 муниципальных районах сейчас имеются в республике. Но там, как обычно, очередь больше, чем мест? На бизнес-инкубаторы, да, они, конечно, популярны, потому что, во-первых, там льготная арендная плата, бесплатный доступ к интернету, бесплатный доступ к различным, допустим, оргтехнике, да, если там имеется, и постоянно там проводятся обучающие семинары, можно любую поддержку там получить. Вот, допустим, я решила все-таки печь тортики, но решила их печь не дома, а построить пекарню. Вот прям серьезно взялась. И там ведь куча процедур, если разрешение на строительство. Вот как можно быстро все эти формальности пройти? Да, процедура получения разрешения на строительство занимает сейчас около 10 различных итераций, да, во-первых, но все эти итерации можно пройти в электронном виде, да, и за счет этого, допустим, в позапрошлом году, если время получения разрешения на строительство составляло 109 дней, то сейчас среднее время получения разрешения на строительство — это около 80 дней. Это нужно получить технические условия различные, да, градостроительный, план земельного участков и непосредственно само разрешение на строительство. Но все это можно запросами электронными отправить и никуда не ходить, в очередях не сидеть. Я правильно поняла? Абсолютно верно, особенно в городе Якутске. Здесь в городе Якутске есть геопортал города Якутска, в котором также можно посчитать вот этот калькулятор процедур. В зависимости от того, какое вы строение задумали построить, там может быть и жилой дом, да, можно выбирать вот прямо пункты, там жилой дом, дом не более там 2 этажей, менее 2 этажей, да, и в итоге вам выдаст со сроками такой вот чек-лист. Да. А подключение к ресурсам, к сетям, газу, это можно тоже дистанционно сделать быстро? Тоже можно дистанционно сделать. В первую очередь пионером в этой области у нас была Якутскэнерго, которая полностью автоматизировала вот этот процесс. И на портале Якутскэнерго сейчас можно это все получить в электронном виде, подать заявление. И по времени это тоже занимает не так много, около 40 дней в среднем можно подключиться к сетям электроэнергии.
Зависит, конечно, от того, это сельская местность, городская местность, там 300 метров от имеющихся, да, линий электропередач, либо 500 метров, ну и от киловольтов, скажем так. Ну, кстати, Но в среднем 40 дней. на гектаре ведь сейчас есть дальневосточный гектар, и Да. многие используют его тоже под бизнес. То есть вот таких много. Таких не так много, как нам хотелось бы, но, допустим, в прошлом и в позапрошлые годы у нас в местах скопления этого дальневосточного гектара за счет федерального бюджета строились линии электропередач, строились дороги, и мы очень рассчитываем, что в этих точках появится бизнес. Одна из таких точек, например, находится в Ангинском улусе, там в местности Булун, там красивейшее место, и мы рассчитываем, что там возможно развитие туризма. Вот у нас одна из прошлых программ была посвящена как раз дальневосточному гектару, и один из спикеров был как раз человек, который оформил себе землю под гектар, прям чуть ли не в своем райцентре территории, и открыл там магазин. Замечательно. Вот. Ну, если вернуться к воображаемой пекарне, допустим, я ее уже построила, все подключила, в центре мой бизнес узнала, где мне получить кредит, взяла оборудование, готова уже все, печь торты, работать. Как быстро можно зарегистрировать собственность? Да, регистрация прав собственности сейчас тоже можно в электронном виде осуществлять и подать через центр «Мои документы» заявление. Занимает эта процедура в среднем 7,5 рабочих дней. Да, и мы вот проводили Раньше анализ. было больше? Раньше было больше, было около 11 дней, там 9 дней было. Сейчас вот 7,5. Это мы проводили анализ за 2020 год, и при этом 90% случаев можно получить регистрацию прав собственности раньше регламентного срока. А еще в половине из этих 90% менее чем за 5 рабочих дней. Ага, то есть 7,5 это предел такой, да? 7,5, да. А за счет чего вот удается постоянно сокращать эти сроки? За счет цифровизации И процесса. куда мы стремимся? Всё-таки. Потому что на следующий день все будет. Если через центры «Мои документы» подается примерно 60% да, заявлений, то в электронном виде 40%. Если вы подаете в электронном виде, у вас на 2 дня сокращается срок, потому что это прогон, да, в центры «Мои документы», да, когда вы подаете заявление, и второй день, когда получаете, прибавляется. Вот сразу на 2 дня сокращается. Можете подать документы хоть ночью, там, в любое удобное для вас время. В электронном виде мы всегда пропагандируем лучше делать это действительно. То есть это мало того, что удобнее, еще и быстрее. Конечно, быстрее. И еще госпошлина на 30% меньше. А в этих центрах «Мои документы» в их отделениях оказывают услуги для малого предпринимательства? В центрах «Мои документы», да, действительно можно получить все государственные муниципальные услуги, в том числе и для малого и среднего бизнеса. Но тут еще хотела бы сказать, что у нас в городе Якутске есть специализированные окна, да, это непосредственно здании Росреестра находится. Вот таких вот специализированных окон именно для малого и среднего бизнеса, для юридических лиц на Дальнем Востоке на самом деле не так много. Только в Сахалинской, в Хабаровском крае и в Амурской области. Ну и есть у нас, такие. соответственно. И у нас, да, в городе Якутске. А какие есть для малого бизнеса послабления в части налогов? Если вы вот надумаете все-таки перейти, да, и стать индивидуальным предпринимателем, то в этом году мы вот еще раз, в очередной раз продлили действие 2-летних налогов каникул, вот, то есть полностью освобождаетесь от налогов. То есть 2 Это года я очень налоги не выгодно. плачу. Да? Я открыла эту пекарню, и Да, 2 года... да, сидите спокойно, не платите. Ну, платите страховые взносы, да, допустим, но налоги не уплачиваются. Страховые взносы за себя и за своих Да, сотрудников, да, если... да. Если я не сама там стою и пеку эти булочки. Также мы с 2014 года не принимаем решение, и тоже вот каждый раз откладываем принятие решения об уплате налога на имущество. Вот у вас будет пекарня, да, допустим, с кадастровой стоимости. То есть вот сейчас вот торговые центры, которые построены, да, в последнее время, они не платят налог на имущество. И это, конечно, должно отражаться на арендной плате.
Вот. А, То есть их в связи с пандемией? Нет, просто мы в свое время с 2014 года просто не принимаем это решение. Каждый раз откладываем, и это тоже по инициативе предпринимателей, чтобы не увеличивать налоговую нагрузку на них. А проверяется потом, что они аренду меньше делают для своих там, арендаторов и так далее, нет? Это, Или это на совести уже владельцев торговых это на центров? совести, конечно, да, владельцев торговых центров, но люди тоже это ощущают все-таки на своем кошельке через цены. Ну вот вы когда вначале отвечали на вопрос, чем же важны инвестиции, что же они такого дают, мы выяснили, что очень важно это занятость и доходы Да. населения. Да? И вот инвестпроекты в промышленности, ну и в сфере услуг тоже, да и для пекарни тоже нужны кадры. Конечно. Вот. И что делается для обеспечения кадрами? То есть по промышленности более-менее понятно, там есть проект «Местные кадры в промышленность», вот, а для, Всех остальных, да, для всех остальных? Да, действительно, вот что делается? Самое главное — это подготовить кадры, которые действительно востребованы для работодателей. И по ним разрабатываются вот эти стандарты подготовки кадров совместно с работодателями. Вот 40 работодателей у нас принимало участие в подготовке таких вот программ профессиональной подготовки, переподготовки. И, соответственно, именно под их потребности были разработаны вот стандарты по 40 специальностям. Создан в прошлом году Центр опережающей профессиональной подготовки в Республике Саха-Якутия. Он тоже обучает, тоже внедряет стандарты, в том числе по стандартам WorldSkills. И это рабочие компетенции, также, в том числе и в поваренном деле, в кулинарии. В прошлом году, насколько мне известно, там более 2100 слушателей прошло через Центр опережающей профессиональной подготовки. Также организуются оборудованные... А какой процент из них трудоустраивается? Следите за Да, за этим следят Министерство образования, и, соответственно, ну, там, в районе там, 70-80% они потом трудоустраиваются. Традиционно в республике сложилось, что на экспорт ориентированы у нас только крупные продукты. Ну, промышленность, там, даже IT. Вот, а насколько малый и средний бизнес смотрит на внешние рынки? Потому что, в принципе, там небольшое производство, ювелирное какое-нибудь интересное, да, там тоже, ну, может же быть востребовано. То есть кто и чем им помогает? Да, позапрошлом году был создан Центр поддержки экспорта в Республике Саха-Якутия. Он у нас действовал вместе с агентством по поддержке и привлечению инвестиций. Они оказывают различные консультации, могут составить бизнес-план на иностранном языке, да, на любом, могут перевести необходимую техническую документацию. Вот все меры, которые связаны с поддержкой, с продвижением, могут провести маркетинговые исследования. Да. Бесплатно? Бесплатно, да. И в прошлом году тоже Центр поддержки экспорта помог таким известным, да, сейчас уже субъектам малого и среднего предпринимательства, как Саха-Чай, да, в продвижении своей продукции, с ХПК «Тумен», и заключены были экспортные контракты на сумму около 330 тысяч долларов США. Несмотря на то, что был год пандемийный, да, тем не менее, вот, ягоды Якутии тоже обращались в Центр поддержки экспорта. Резидент ТОР, он сейчас уже стал, это ООО «Туску», который производит изделия из мамонта. Пушная Якутия, да, вот эти наши обычные экспортные позиции, которые могут иметь спрос на внешнем рынке, и сейчас малый бизнес активно входит в этот рынок. А много предпринимателей воспользовались услугами вот этими? Ну, все-таки экспорт — это штучная история, да, и ну, вот около 15, наверное. Но вот желающих было больше, и вы кому-то сказали, нет. что вот нет, ваша продукция на экспорт не пойдет. А кому-то сказали, ну вот чай, может быть, да, может быть, берем. Нет? Не было такого? Нет, Центр поддержки экспорта, он поддерживает всех. Он будет искать, если необходимо, да, будет искать рынки для любого вида продукции.
Ну вот режим торг, про который как раз мы заговорили, и есть еще арктические резиденты, да, вот. да. И, в принципе, они подходят не только для крупного бизнеса, но и малые, тоже туда, малое и Да. среднее тоже может туда зайти. Вот сколько сейчас там таких малых средних предприятий и Да. какие они получают от этого плюшки? Преференции, заговорила я уже на своем пикарном языке. В городе Якутске, в поселке Кангалас, в микрорайоне Кангаласа, находится прямо специализированный ТОР. Сейчас он называется Якутия, а раньше он назывался Индустриальный парк Кангаласы. Он был ориентирован непосредственно на субъекты малого и среднего предпринимательства с самого начала. Да. Сейчас там Для нужд города строительных. Да, в для основном. строительства. Там сейчас ювелирно-гранильный кластер, агропромышленные производство, теплица Саюри, да, круглогодичная. И сейчас там 24 резидента, да, и 19 из них это непосредственно малыши, малый-средний бизнес. И ориентацию на поддержку малого-среднего бизнеса, на перерабатывающее производство этот ТОР у нас сейчас держит, да, продолжает работать. А вот арктические резиденты действительно появились. У нас первые в четвертом квартале прошлого года начались появляться. Вот не в Тампонском. Тампонский район не входит в 13 арктических ОСов. Да. 4 сейчас у нас арктических резидента, и в том числе 3 это малый бизнес. Любые проекты стоимостью свыше 1 миллиона рублей могут претендовать на статус арктического резидента. В ТОР Якутия тоже можно приходить с проектом свыше 500 тысяч рублей. Но вот там есть требования, нужно локализоваться непосредственно в ТОРе. Что мы сделали для этого? Мы строим сейчас универсальные площади для аренды. То есть понятно, что малый бизнес не может сам построиться, для него это достаточно сложно, поэтому мы сейчас строим эти здания за счет бюджета республики и будем предоставлять там площади. То есть от ТОРа они получают помещение, да. И освобождение от налогов? Освобождение от налогов. Это для малышей не совсем, может быть, подходит, потому что по упрощенной системе налогообложения они и так практически на минималках, да, сидят. Потому что для более если будут выходить уже расширяться, это будет более крупный бизнес, они перейдут на общую систему налогообложения. Там тогда это выгодно. Нулевая ставка, да, налога на прибыль, налога на имущество, но все равно страховые взносы в размере 7,6% это очень-очень привлекательно, потому что вместо 30% страховые взносы 7,6% это для резидентов. А тогда республике это как выгодно, если они налоги не платят? Занятость. Занятость, да. Сейчас расширилось участие представителей бизнес-сообщества в разработке нормативных актов. Ну, вы сами про это говорили в самом начале, когда на первый вопрос отвечали. Вот сколько сейчас предпринимателей в составе проектного офиса по улучшению инвестклимата республики есть такой, я знаю. И какие полезные идеи подали именно сами бизнесмены? В проектном офисе 90% это представители малого и среднего бизнеса. 90%? Да. В Координационном совете по поддержке предпринимательства то же самое, да, 92%. И идеи, конечно, они подаются очень различные. Да. Вот практически все налоговые послабления, которые были внедрены в последнее время, это, конечно, по инициативе малого и среднего бизнеса. В прошлом году тоже очень большую работу мы с ними проделали по переходу с единого налога на вмененный доход на упрощенную систему налогообложения, на патентную систему налогообложения. И это были инициативы, практически все инициативы предпринимательства. Также предприниматели часто указывают на то, где можно все-таки более улучшить процедуры, тоже перевести в электронный вид, где можно от какой процедуры избавиться. Да? Вот, бизнес это показывает. Ранее в интервью вы говорили, что любого министра делает команда. Вот как насчет вашей команды Минэкономики? Поменялась она как-то с тех пор, как вы стали министром? Не поменялась вообще? Что про них можете сказать? Хорошего, плохого? Команда, конечно, я буду хвалить свою команду. И
Происходят эволюционные процессы. Допустим, мы начинаем инициировать какой-то проект, например, проект строительства моста. Да, тоже начинали отрабатывать и по концессионной инициативе, да, и в дальнейшем вот с федеральными органами отрабатывали обоснование. И непосредственно вот те люди, вот эта вот небольшая проектная команда, которая работала в Министерстве экономики, сейчас она фактически экспортировалась, да, в Министерство транспорта, в специально созданное государственное казенное учреждение, да, дирекция по Ленскому мосту. И вот такие процессы, они постоянно происходят. Да? То есть мы генерим проект, инициируем и вместе с проектом передаем, экспортируем людей. Я всегда за такой экспорт, потому что мы распространяем свои компетенции, и это всегда как бы плюс в целом для команды правительства. Я знаю, что вот Владимир Сивцев, который как Да. раз был вашим заместителем и отвечал за мост, теперь возглавляет Министерство транспорта и там отвечает за мост. Василий Десяткин, он сейчас управляет Центром управления регионом, поэтому здесь... А не жалко вам их отдавать? Ну, ради общего дела мне не жалко. То есть такая кузница кадров еще и, да? Ну да. Минэкономики. А причем Минэкономики — это ваше и первое, и на данный момент последнее место работы, и вы прошли весь путь прямо с должности специалиста рядового и до министра. Вот в какой момент вы поняли, что... А могли бы и возглавить министерство? Вот. И что пришлось для этого сделать? У меня всегда были очень такие яркие примеры руководителей Министерства экономики. И Алексей Александрович Стручков, да, Валентина Кондратьева, Кугаевский Александр Андреевич, ну, Ефимов Виктор Петрович. Я всегда поражалась их ответственности, их сфере компетенций, возможности такие вот умственные, да, способности, и всегда мне было очень сложно себя на их месте представить, потому что это были очень такие вот люди-гиганты, скажем так, да, поэтому когда мне было предложено возглавить министерство, конечно, это было страшновато, потому что я понимала, что сравнение всегда будет. Но очень хочется держать планку на высоте. Министерства экономики — это генератор все-таки идей в правительстве республики. То есть получилось так, что вы в первое же место работы пришли и не ошиблись, и полностью вот там себя, да, нашли, реализовали? Нет, я 1 год работала инвестиционным директором филиала банка ВТБ в городе Якутске, да. Тоже набралась компетенций в области инвестиционной деятельности, но потом все равно вернулась в Министерство экономики. И 1 год проработала первым заместителем руководителя Центра стратегических исследований. Ну, это было рядом, совершенно подведомственное. Я знаю, что вы, ну, не только я, вся учреждение. республика знает, что вы занимаетесь спортом, бегаете, причем до самых морозов. А вот в этом году вы сезон пробежек открыли уже? Да, конечно, потому что сейчас погода очень комфортная как раз для бега, не так скользко и не холодно. Если в подобающей одежде, в подходящей, то очень комфортно сейчас бегать. Ну вот мы начинали с того, что вы открытый министр, а как и вас особенно любят телеграм-каналы. Как только у вас что-то выходит, какая-то публикация в Фейсбуке, сразу начинается там министр то, министр все. Вот к этому как к троллингу относитесь? Читаете, не читаете, замечаете, не замечаете, расстраиваетесь или смеетесь, комментируете? Сейчас уже спокойно. Сперва, конечно, была реакция. Казалось, ну что они опять там нашли, что там можно из моих постов вытащить. Ну, сейчас очень спокойно я к этому отношусь, периодически читаю. Телеграм-каналы, они тоже интересны, потому что все равно они показывают, и оттуда можно видеть, как общество реагирует. Но вы один из любимых персонажей. Ну, это же хорошо. То есть все, что, как у нас говорят, все, что не некролог, все реклама. Так? Можно и так сказать, но я не знаю, но если совсем быть серой мышкой и ничего не делать, это тоже не вариант для меня. Это вот
не критикуют тех, кто вообще ничего не делает. Точно. Ну что ж, спасибо, Майя Андреевна, что так просто и понятно рассказали о таких сложных вещах, как инвест, климат и бизнес. В Якутии все проще становится открыть свое дело, развитие предпринимательства положительно повлияет на место Якутии в рейтинге инвест-климата, поэтому занимайтесь предпринимательством, и мы желаем Министерству экономики достижения поставленных целей. Программа «Якутия Лайф» с вами прощается до завтра. Меня зовут по-прежнему Ирина Ефимова. Увидимся в четверг в 7:15, как обычно.